Всем доброе утро! Мы начинаем новый день на Амгинской земле. Сегодня нашим девчатам мы дали время поспать. Ведь вчера мы поняли, что они уже устали от активной деревенской жизни. И поэтому сегодня утро у них действительно доброе. Доброе утро, девочки. Доброе утро. Доброе утро. Как спалось? Очень хорошо. Выспали? Сегодня прекрасное утро. Да, не испугало вас то, что сегодня не было подъема в 5 утра? Испугала. Испугала? Было очень подозрительно. Было очень прекрасно. Мы вас не подняли ни в 5, ни в 6, даже не в 7, не в 8 и не в 9. Какие первые мысли были? Что нас ждет что-то, нас к чему-то готовит. Птичьи перед бурей. Ну да. Чтобы мы хорошенько выспали. Но вы все равно встали в 6 утра, да? Да. Проснулись, да? На всякий случай. Нет, это Саша проснулась. Будильник они мне сказали в 6 утра. Я говорю, я в 6 утра не буду вставать, положу рядом с вами мой будильник. Они такие, да, ты не успеешь услышать, и мы ее выключим. Ага. И я, девочки, ну выключите уже будильник. И я иду к ним, и я выключаю будильник, и иду сплю. Они, я не знаю потом что. Почему-то девочкам сейчас очень весело. Не знаю. То есть такая небольшая подстава. Я просто анализ сдавала у них в комнате только что. Не анализ. Я пришла к ним рассказывать про комнату, что у нас, оказывается, есть дырка. И я вот так замахнулась у них, а у них, оказывается, там в этом, стена, и маленькие такие эти, как иголки, как гвоздики. И я же вот так сделала, и у меня вот так вот. Пальцы проткнул. Не удивилась, Саша. Да. Неудивительно вообще, да, что что-то приключения с тобой, да? Ну что, девочки, действительно, дали вам сегодня выспаться, потому что дни были тяжелые, стоит невероятная жара в Белогорском наследии. И сегодня, как вы видите, у нас первое испытание уже готово для вас. И, конечно, для этого нам потребуются ваши прекрасные ведра. Ой, да? Да, любимые, наверное, уже ведра, что они только не прошли, да. Обратите внимание, что опять же объем достаточно маленький, соответственно, задание будет несложным. Девочки, во всех деревнях, конечно, девушки обычно летом что делают? Помимо того, что за домом следят, за детьми. Собирают огород. Огород. Ну, как видим, огорода у нас здесь нет, но урожая нет. Ну, тогда что можно собрать? Ягоды. Этот лес полон ягод. Ягоды здесь прорастают различные. Это и земляника, и красная смородина, и брусника. Но сейчас самый главный сезон это сезон красной смородины. Мы предлагаем вам сейчас отправиться в лес. У вас у каждой будет 30 минут. Ваша задача собрать как можно больше ягоды. Обратите внимание на то, что, в принципе, ведра вам будет достаточно. Затем все очень просто. Мы сравним ваш результат, и у кого будет больше всего, получит 5 баллов, у кого чуть меньше 4, 3, 2, 1. А если одинаково? Если одинаково, значит, будет одинаковая оценка. Да, круто. 5-5. Поэтому вы сейчас, девочки, обязательно согрейтесь, оденьтесь подобающие и в добрый путь. Полчаса мы вам... Мы когда соберемся, потом идем, да? Да. Озвучим там старт. Хорошо? Хорошо. Все куда-то идем около леса. Мы все пойдем в одну локацию, чтобы мы вас не потеряли. И там мы вам озвучим старт. Хорошо? Ну все, задача простая. Удачи. Спасибо. Итак, девочки, ваши 30 минут начинаются здесь и сейчас. Удачи вам. Ну и основная цель, не забываем, как можно больше ягоды. Встречаемся ровно на этом же месте через 30 минут. Добрый путь! Спасибо. Вам повезло, девчонки. Красавица Амга надарила вас ягодами. Видите, сколько их тут? Вау, тут вообще куча смородины же. В этом конкурсе надо обязательно победить. Это что я вообще как лох.
Во, ровно. Ровчик. Я тут себе место нашла. Ой, такие большие девочки, вы там зря теряете время. Можно быстрее тут этого. Тут такие крупные. А можно я зайду чуть-чуть? А между тем, Саша и даже здесь получает какие-то уроки судьбы. А что, тут низко, что ли? Ай, как... Ёлки-кот. Нет, а мне сказали, чтобы я же еще головой ударилась, но так не сильно. Фу, просто я когда заорала, уже вся боль ушла. Ну все, вы тут нашли гнездо, да? У меня был опыт, конечно, собирать землянику. Ой, землянику, смородину. Но это было на даче. Это было спокойно, на своих кустиках. А не как здесь. По таймеру. На скорость. Непонятно где. Там сказали много ягод, поэтому я решила прийти сюда. Ну что, девочки, мне сказали, что у вас тут больше ягод. Ну вот, умнички. Ой, какие вы добрые. Да? Мне кажется, здесь солнце светит, поэтому они все засохли. Красота. Природа дала, да? Ну, в смысле, классные. Потом зелень надо убрать все. Девочки, время уже поджимает, нам осталось буквально 30 минут. Поэтому нужно скорее собирать эту ягоду. Где следующее задание у нас будет. А вы как собираете? Двумя руками? Потому что Саня нашла вот огромные. Видите, какие огромные? Где такая шикарная ягода? Большие, оно быстро наполняется. Надо работать локтем, девочки. Собираю двумя руками. Я вообще не люблю так бегать с места к месту. Мне проще сидеть в одном месте и хоть и мелкими наполнить. Я хочу бы быстрее наполнить, а потом сесть и почистить. Вот, ну они мелковатые, оказывается. Будем доить как корову. Смотрите, люди. Красная смородина, конечно, не моя любимая ягода, но раз уж такие правила конкурса, я бы, конечно, по земляничке все. А что еще есть-то? Уже что-то ничего не вижу. Я не хожу вообще? Да? Ну тут мелкие. А, как тебе не ходи, да, типа? Потому что у тебя там... Такие мелкие тут остались. Я же пойду дальше тогда. Я сзади тебя пойду. Там огромные сырья лежат. Вау, 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 вау. Эх, Саша, тебе бы лучше собирать в тишине. Иногда молчание – это золото. Ведь отвлекаешься и не соберешь полное ведро. Бери пример с других. Да, надо, Саша, руками работать, а не что. Ну это не твоя идея, я знаю. Я Ну ты бы полностью с ней согласна. А, да? Угу. Что это не твоя идея? Нет, что ты слишком много говоришь. Ну я просто хочу быстрее закончить. А ты можешь? Да. Вот сейчас я Отключите договорю, Сашу. Закончу. Так, ну что, девочки, рассказывайте, как прошел сбор ягод. Отлично. Я самое много говорила, а девочки вообще в полном серьезе. Ну, я, например, я умею собирать яблоко, то и так мало. Яблок. Ну, вот такие очень мелкие для меня. Ну, наверное, скорее всего, винограды собирала, а не вот это. То есть, ну, там же вот так вот. Я не умею вообще. Я в классе в 11, может быть, с девчонками ходила, и они все на меня ругались, мои одноклассницы, что типа, блин, ты вообще, типа, лентяйка, что ли? Егорова Сардана так говорила. Привет, Сардана. Хорошо, так. А, у меня чуть, кстати, ручка, она вообще оторвалась. И у меня вот это же есть пуговица. А она у меня вот так вот стоит, ведро. Чуть вообще не осталось. Очередные невероятные истории у нас происходят у Саши. Так, Саня. У меня вообще, случилось тут чуть-чуть тоже
Саша, видимо, меня заразила своей удачей. Я? Причем я? У меня ручка отлетела, и ведро рассыпалось. Мне пришлось собирать заново. Ксюша помогала мне собрать ягоду с земли, но там, уже невозможно. В общем, побежали мы искать ягоду, ну и вот и все, что насобиралось. Ну ладно, что, не судьба. Ксюша, у тебя какие новости? У меня сильно я покоцалась крапивой и очень много насекомых. Насекомые, крапива, Стресс. да? Но ты собрала все-таки, несмотря на свои страхи, да? Да. Хорошо. Ну, у Кристины все очевидно. У меня тут еще есть, вот здесь. Да вот вы я что? собрала. Я подумала, что если будем чистить, а вдруг там немножко уйдет, и я туда, положу, что все было хорошо. Так, отлично. И Я люблю собирать ягоды, вообще любые, и вблизи города, и как-никак как на этом вот конкурсе я могла только проявить себя. то есть это твоя стихия? Анжелика? Ну, я тоже люблю собирать ягоды, но я очень медленная женщина. Но я сегодня очень старалась, чтобы, да, получилось вот так. Отлично. Так, ну что, девочки, давайте, как мы и договаривались, мы расставляем баллы. Ну, просто по объему. Здесь вариантов мало. Все согласны, что 5 баллов получает Кристина. Кристина. Молодец. Ой, молодец. Так, Кто-то забрал. хорошо. Далее, кто занимает 4 место и получает 4 балла? Здесь можно... Да, спорный вопрос. Вот Да? мне кажется, либо Саня, или им по 4 поставить Саня и Ну, Анжелика. это не ты Нет, точно, это моя я не хорошая. точно. Так, Саня Саня и и Анжелику Анжелика. давайте сюда. поставим вместе рядышком. Но у Саня еще плюс, у нее уже все высыпалось. Может, мы ей просто поставим по 4? Так, ну давайте посмотрим. Давайте посмотрим по размеру ягоды. Анжелика опытная, а Саня... Мне почему-то кажется, что у Анжелики чуть больше. Девочки, Анжелики посмотрите сверху. Да. Согласны? У Анжелики чуть больше. Чуть больше. Анжелика 4 балла. Подождите, у вас же одинаково. Так, Это у них одинаково. нет, мне кажется, у Саньи чуть выше. Побольше, да. Нет, Согласны? стол, потому что неправильно стоит. Вот так посмотри. Нет, Это мне чуть- кажется, вот у это Саньи побольше, чем у Ксюши. Не, мне кажется, Ксюши больше. Она-то все высыпала, да? А Ксюша-то всё не сыпала. То есть, ну, в смысле, у меня кажется, это одинаково. Может, нету весов? Потому что реально тут... Нет, визуально, ну давайте посмотрим. Вот так смотри. потому что Девочки, а всё давайте посмотрим по тому, насколько чисто и крупна Вот ягода. это у нее чище, у Ксюши. Ксюша чисто. Да. А ну давайте поставим Ну, все скажите, пожалуйста. в виде исключения. Мы ставим девочкам по 3 балла. Согласны? Да, согласна. То есть одинаково. Сейчас Ксения 3, Сания 3. Да. Ой, И, соответственно, наша любимая Саша получает двойку. 2, а 1 балла сегодня не заслужил никто, потому что вы все молодцы. Ура! Девочки, у меня есть предложение к вам. Да. Кто готов продать свою ягоду Я. и лишиться баллов? А, не. А, подождите. Так, ну смотри, у тебя 2 балла. А деньги откуда? Кто покупает? Покупаю я. Сколько? О цене договоримся чуть позже. Но ты хочешь рассмотреть этот вариант, да? Нет, я не хочу. Баллы для меня важны. Смотря сколько денег. Нет, если там 100 Нет, я узнала по местным меркам, девочки, ведро с красной смородины достаточно... 5000 рублей. Ты с ума сошла? Нет, конечно. 3, 2, Там около 1500 рублей, но это 5-литровое ведро. а это 3. У нас 3, и у тебя минус половина. Тогда нет. Не надо, конечно. Не Балл. согласна? Нет, конечно. Хорошо, ладно. 1000 рублей, как будто бы это 5-литровое ведро. 1000 рублей согласна Нет, отдать? конечно. Нет, я же говорю 100 тысяч, добро пожаловать. А нет, так до свидос. Ну, значит, ты поедешь со своей ягодой в Якутск. И- А, это мое? А, конечно, а что, мы забирать у тебя будем? Я так и говорю, я же говорю, это будет. берем? Конечно. Тем более не продам. Девочки, так у вас... Девочки, у вас очень много свободного времени. Ягоды в лесу полно. Вы можете привезти не только маме, папе, но и бабушкам, и дедушкам, и друзьям, и соседям, всем. Это морс, это морс. Ну все, видите, какие у нас хорошие городские девчата. Не купить их ничем. Вот даже за свое пол-ведерка ягоды они Рублей. Да. Просто так. Я если... просто так готова дать? Посмотрите. Просто так дать? Есть же витамин же.
Я не люблю. Ну ладно, я думаю, будет о чем девочкам поговорить в ближайший час, полчаса. Но я вас благодарю за этот конкурс, девчонки. Собирайтесь с мыслями, с силами, а впереди нас ждет следующее испытание. У вас небольшой перерывчик. Молодцы, удачи. Спасибо, Даша, мы тебя любим. Пока-пока. Отдохните, девчонки. Впереди вас ждет очередное задание. Ну что, девочки, здравствуйте. Утро наше начинается не с кофе. Утро начинается, конечно же, со спецзадания для вас. Девочки, ну я думаю, вы видите, где мы находимся. За моей спиной уже собраны рулоны с сеном. Ваша задача сейчас принести сюда, на линию старта, она же линия финиша, как можно больше рулонов с сеном. У вас будет на это, конечно же, ограниченное время. Это 15 минут. 15 минут для того, чтобы вы принесли как можно больше рулонов. Обратите внимание, здесь 55 штук. Поле достаточно большое. То есть можете начать слева, справа, можете начать с дальних. Будьте внимательны. Силы рассчитать нужно грамотно. Потому что если вы оставите напоследок очень дальние рулоны, возможно, у вас просто не хватит сил их сюда подкатить, принести. Мы не ограничиваем правила, то есть вы можете их нести в руках, вы можете их катить по полю, вы можете пинать их ногами, на голове, хоть как, на спине. Самое главное, принести как можно больше. Все результаты буду фиксировать я здесь. То есть принесли, я отмечаю вам галочку. Отмечаю, отмечаю. Не обращайте внимания друг на друга. Просто 15 минут трудитесь во все свои силы. Обратите внимание, вот здесь у нас есть колышки. Вот сюда будете складывать. Саша, вот этот участок твой. Дальше идет вот Саня, твой. Ксения, твой. Затем идет Анжелика и, соответственно, за колышком, Кристина, это твой участок. Не нужно скидывать, соответственно, рулон сена своей подружки. Ни в коем случае. Следите за своими зонами. Если вдруг вы нечаянно положите этот рулон на другой участок, мы засчитаем этот рулон автоматически вашей сопернице. Поэтому соблюдайте силы. Саша ходит с едой, с кружками. Ну что, девочки, на старт! Внимание! Марш! Поехали! Бегом, 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 бегом! Работаем, девочки! Итак, Саша, первый рулон есть. Кристина, первый рулон есть. Анжелика. Анжелика. Один есть. Ксюша есть. Где был твой, Ксюша? Думай, где был твой участок. Это твой участок, Анжелика положила тебе рулон. Поблагодари ее. Так, хорошо, Сания один есть. Анжелика по ошибке положила рулон не на свою территорию, а положила ее на участок Ксении. Что, у кого-то две штуки?
Итак, Кристина решила использовать другую стратегию. Она несет 2 рулона сразу. Анжелика действует так же. Саша, 2-й рулон. Эх, девчата, побегали чуть-чуть и сразу слабину дали. Девочки, прошло всего 2 минуты. Кристина, 2-й рулон есть. Давайте, давайте, девочки, молодцы! Кристина несет на своих руках целый рулон сена. И у Кристины есть 3-й рулон. Ксюша, давай, давай, давай! Анжелика, твой пустой. Пока что, потому что ты рулон положила первый слой сена на участок синий. Вот 4-й, вот, да, вот сюда, молодец. Саша, молодец! Так, есть 2-й рулон у Анжелики. Это одно из самых сложных испытаний на нашем проекте. Физически сложное. Хрупкие девочки. А можно использовать мою собственную рубашку? Так, нет, подручные средства никакие. У тебя еще 2 рулона. Молодец. Кому вообще не заходит? Кристина принесла свой 4-й рулон. Итак, Саша и Кристина идут на одном уровне. У них по 4 рулона. Тем временем Ксюша к своему участку подкатывает аж 2 рулона. Работаем, работаем, работаем! Пока идете практически на одном уровне. Осталось совсем немного времени, девочки, соберитесь последними силами. Жители села, те, кто держат скот каждый год, проделают такую работу. А вы тут чуть-чуть побегали и все, сразу обмякли. 1,5 минуты, давай! Кто-то активно бегал, а кто-то и вовсе сидел и отдыхал. Саша, хватит сидеть! Ты не отдыхать приехала, давай, работаем, работаем! Кристина, еще 1 рулон сена. Молодец! Появляется явный лидер, это Кристина. Сания приносит еще 1 рулон. Молодец! Ксюша, торопись! Время! Ты успеешь! Давай! Ксюша, неси 1! Можешь успеть хотя бы 1 донести! Ксюша, минута! Давай! Сила есть! Саша! Молодец! Еще 2! Десять секунд! И... Анжелика успевает! Стоп! Ну что, девочки, поздравляю вас с окончанием этого сложного испытания. Девочки, но вы крутые, честное слово, вы
показали себя сегодня совершенно с другой стороны. Вы показали свои физические возможности, ну а самое главное – выносливость. Давайте поаплодируем друг другу, девочки, из последних сил. Молодцы! Ну что, давайте посмотрим, подведем итог. Саша принесла у нас 6 рулонов сена. 6. Молодец. Гордишься собой? Ну, сила есть, ума не надо. Сания. Молодец. 4 рулона. Ксюша принесла 3 рулона, но 4-й ей принесла Анжелика. Поэтому общий результат у нее 4 рулона. Молодец. Анжелика 4 рулона принесла. 5-й она забрала Кристинин. Итого у нее 5 рулонов. 5 рулонов, а могло быть 6, если бы не перепутала свой участок. И Кристина. Кристина решила не рисковать, за 6-м не пошла. У нее 5 рулонов. Ну что, девочки, вы молодцы, умницы. Результаты мы озвучим сегодня на лобном месте и подведем итог этого соревнования. Ну а так вы сейчас должны, конечно, девочки, отдохнуть, потому что сегодня, конечно, вы постарались на ура. Молодцы! Понравилось, да, ведь? А? Много чего увидел интересного, да? Да. Просто жесть, я такого не ожидала. Это называется бесплатный кроссфит, да? В деревенских условиях. Надеюсь, больше таких заданий не будет, да? Соревнования прошли сложно, потому что я физически не очень хорошо подготовленная. Поэтому мне очень немножечко сложно было. Я притащила всего 4, я считаю, что это вообще очень прекрасный результат для меня. Меня сейчас здесь заставляют говорить, я, если честно, не могу. Я не хочу, потому что я устала. Хочу полежать и воду попить. У меня оставалось всего лишь 3 минуты, и я оценивала свои силы. Я посчитала, что я не смогу дотащить, я могла прямо там упасть в обморок, и тогда я бы, наверное, меня бы отвезли в больницу, и я бы выбыла. Я решила чуть-чуть сохранить себе энергии. Мама родила принцессу не для физической работы, что могу сказать. А так мне не хватило просто времени, на самом деле. Я решила в последний момент притащить все 3, что лежали на линии. Чуть-чуть не хватило времени. Очень тяжело, особенно не подготовлена физически. Вот, короче, сначала тащу самую первую, мне повезло, я когда же стояла, там самая близкая моя была, и я стартанула и стащила одну, я потом пошла за одной, кажется, да? Если снимали, помните? Вторую тащу, смотрю, думаю, посмотрю девочек, что они делают. Они по 2 тащат, короче. Я говорю, ни хрена. Раз-два потащила же, да, а они, получается, второй, они 2 уже тащили. Я говорю, все, я психанула. Получается, у них уже тут поблизости, я же самую первую близкую, потом вторую близкую, и пошел уже там же далеко. Умные люди, надо было с этих, да, потом я думаю, я не пойду туда, они же мою тоже могут забрать, все же мы тут конкуренты. Думаю, ладно, начнем с этих близких. Пошла, значит, дальше,
И уже перчатка, конечно. А там эти как они называются-то? Ну вот это замотали же веревки. Я их еще они вообще, как его называется, разваливаются, ну в общем раскрываются. У меня вообще паника. И я такая, надо собраться. Там же, когда бежишь или там что-то тащишь тяжелое, да, сердце через рот. И я такая, надо спокойно. Я вот так каждый раз успокаивалась, как будто каждый раз отдыхала же, да. И поэтому так. И, еще ползал в Тунисе, в Африке, спасибо всем, люблю всех. Возможно, со стороны это покажется, что все так легко, но на самом деле это очень тяжело. Каждое сено весит где-то около 10 килограмм, если не ошибаюсь. Некоторые еще мокрые. Поэтому было очень тяжело, и я жалею, что спортом не занимаюсь. Если бы, возможно, если бы я бегала, там, на фитнес ходила, возможно, это далось мне намного легче, чем сейчас. Я притащила 5, но могла бы 4. Один я по дороге оставила. Анжелика забрала его. Вот. Ну, что я могу советовать? Не участвуйте на таких соревнованиях. Лучше об этом смотреть спокойно, с чашечкой чая, с печенюшками за телевизором. Все. Ну что, девочки, как мы все помним, вчера 2 участницы нашего реалити-шоу немножко опоздали. Ну, надо сказать, что совсем не немножко, а практически около 2 часов вся съемочная группа ждала их, ждали участницы. Мы даже провели одно из состязаний без них. Ну и, конечно, за это мы просто обязаны были придумать вам состязание. Мы решили вчера вас каждую по 5 баллов, но сегодня мы обещали вам дать возможность одной из вас вернуть эти 5 баллов. Ну и, конечно, эти состязания будут проходить между только Анжеликой и Александрой. Остальные девочки просто будут зрителями, потому что они живут по правилам. Правильно? Так, ну что, дорогие девочки, для начала я попрошу вас снять одежду. Ну, не всю, а вот, да, юбки. Нет, давай, моя дорогая, я подержу твой зонт. Да, спасибо. Давай. Девочки, можете, да, присесть в наш зрительный зал, так сказать. Проходите. Куда? Туда. В смысле, ноги снимаем? Да. Ноги снимаем. Ну что, девочки, 5 баллов вернет только одна из вас. А значит, между вами сейчас будет битва за эти 5 баллов. Девочки, ваша задача соперницу уложить либо на лопатки, либо уложить ее грудью, да, вниз. То есть ваша задача полностью взять верх над своей соперницей. Вы можете делать подножки, подсечки, вы можете валить свою соперницу, вы можете, не знаю, может быть, даже обнять, поцеловать, поднять. Любые варианты борьбы. Вспоминаем наши традиционные виды спорта. Это хапсагай, это вольная борьба. Я думаю, вы знаете, какие у нас спортсмены в республике. Вспоминаем их приемы, но самое главное, та, кто одержит победу, забирает свои 5 баллов. Понятно? Можно я спрошу? Да. А может она сдаться сразу? Нет. В смысле? Борьба есть борьба. Молодец. Ну что, готовы? На старт. Ай, Петере. Я боюсь. Не подходи. Марш, поехали. Так, девочки. Куда иди? Иди. Сама иди, блин. Иди. Не подходи. Девочки, нам нужен... Блин, она-то здоровее. Причем ногти у нее длинные, у меня ногтей-то нет. Так, непонятно, кто из вас сильнее. В принципе, у вас... Она такая жесткая женщина. Кельда, не подходи. Почему я должна? Почему? Потому что я хочу разогнаться, блин. Стекла же тут еще. Блин, нога не идет же. Я надеюсь, что это не Саша. Я тоже знаю, она же мощь. Сейчас она у меня бань. Давайте, девочки.
следующий. Мы считаем до 3, тогда фиксируется победа. Пока что нет ее. Она не легла, ты ее 3. Она должна лежать лопатками. До конца. До конца. У тебя немножко осталось, давай. Анжелика, держись. Выворачивайся, Анжелика, давай. Мы взяли с собой шампуни и гель для душа. Да. Все, уже 3 прошло. Нет, лопатки-то у нее не. Да, лопатка тут. Она не сдается. Или... Господи, ты еще меня напугай. Ага. Так, осторожно. Так, где у нее тут лопатка? Давай. 3. Саша забирает свои 5 баллов. Аплодисменты. О, боже. Саша. Витя. А зачем ты ее за волосы не схватила? О, боже. Саша. Возьмите меня отсюда. Молодцы, девочки. Молодцы, умнички. Ну что, Александра вернула себе свои 5 баллов. Это было очень красиво. Ну а самое главное, обратите внимание, они до сих пор друг друга любят. Не думай, я жестко наступала, я честно говорю. Я чуть не умерла, честно. Комментарии будут? Что, девочки, красавицы? Кого обнять, девочки? Подходим. Пройдемте. Попробуй, только не подходи, пожалуйста. Шучу же. Все, проходим к реке. Молодцы. И тут сразу вспоминаются слова из песни Высоцкого. «Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так». А не это ли повод, чтобы в очередной раз искупаться в красивой реке Амга? Ну что, девочки, завершился еще один день нашего телепроекта. Сегодня он был, наверное, для вас самым сложным, потому что испытание, которое вы сегодня прошли, было многим даже, можно сказать, не по силам. Давайте обсудим его. Так, это у нас было на поле. Мы собирали с вами рулоны с сеном скошенным, да. Сегодня также у нас была битва между Александрой и Анжеликой за возврат баллов, потерянных вчера. И завершилось все у нас сегодня чем? Ягоды мы еще собирали с вами, да. То есть, в принципе, было и позитивное, было что-то и не очень позитивное. Давайте начнем с провинившихся девчонок, которые сегодня встретились в нелегкое сражение. Саш, твои впечатления? Ты использовала, можно сказать, запрещенный прием. Чувствуешь за собой вину немножко или все у тебя хорошо с этим? Ну, она же, видно, здоровая. И я... Так, это комплимент, да? Ну, в смысле, да. Я всегда всем делаю только комплимент. Я же всех люблю в этом мире. Вот, значит, тут нужна была вот сено, да, ну, конечно, все у меня тут. Мы не про сено, мы про схватку с тобой, ну, Анжелика. Да, я имею в виду про сено, там сила, как там я говорила, ума не надо, а тут я применила ум, а сила как раз ей не помогла. А то есть ты считаешь, схватить человека за волосы – это проявление умственных способностей, да? Ну, я вообще не люблю, чтобы у женщин были распущенные волосы, во-первых. И ты решила ей поправить волосы, да? Ну, просто у меня уже не было вариантов. Я думала, сейчас я как спрыгну, и на нее у меня первая мысль была только так. Но так как болото, как говорится, тянуло вниз, был только такой вариант. Но я могла там с плеч. Она мне везде тут поцарапала, может, тут крупным планом. Вот. Вот, еще мне девочки сказали, где-то здесь. Так, все понятно. Сильно, пожалуйста, не шевелись, от тебя исходят не очень приятные запахи, потому что ты еще после этой лужи не помылась. Хорошо, передай, пожалуйста, микрофон Анжелике. Анжелика, ты считаешь, победа Саши в вашем сражении, она была честной? Ну да, потому что
Я ходила вся обессиленная, без обеда. Как раз у меня обострилась аллергия. И чувствовала себя не очень важно. Ага. А если бы я была бы пообедавшая, ну не знаю, что было бы. Да? Ну, к тебе сказали. Можно я скажу? Давай. Она по-якутски мы же как бы, ну, все соперники, но мы все друг друга уважаем, все друг друга любим. Но она стояла, сошла прямо в болото, а я даже боялась туда заходить. Я смотрю, я же как бы потоньше ее, да, и она орет: «Кель! Кель!» По-якутски: «Иди сюда, иди сюда!» Я смотрю, она включила Армагеддона. И я понимаю, я здесь уже не на... Ну, то есть я включаю все свои мозги. Ну, как-то так. Ну, молодцы, девочки, да. То есть все-таки, видите, между вами остались такие дружеские отношения. И даже, может быть, со стороны казалось, что кто-то был немножечко неправ. У вас все хорошо, вы поделили свои баллы, правильно? И, в принципе, Саша вернула свою 5. Молодец. Так, ну что, давайте вспомним сбор ягод. Это, наверное, было даже не состязание, а некое такое прекрасное времяпрепровождение. Кристина собрала больше всех ягод. Ну, ты была уверена в этом? Или все-таки сомневалась? В каком-то конкурсе я все равно должна была же одержать победу. Или я в конце, или я в середине хотела себя проявить. И я люблю собирать ягоды. Ну и, собственно, вот показала. Повезешь ли ты эти ягоды с собой домой в город? Да, что сделаешь? Варенье. Марс. Я уже все упаковала, положила в погреб. А с собой возьму в город, сделаю там варенье. Молодец. Хорошо. У нас есть еще девушки, которые сегодня провели замечательное время. Особенно это было видно на поле, да? Сания, давай вспомним твое такое триумфальное финиширование. Ты испытала больше всего, мне кажется, именно физического стресса, потому что, когда тебя позвали дать комментарии, ты не могла даже передвигать ногами. Да, я реально физически очень слаба, поэтому для меня это испытание было самым тяжелым из всех. Я бы, наверное, по говну бы я, конечно, не ходила, ну вот это наравне где-то стоит с говном. Мне было очень тяжело, поэтому я на самом деле себя еще пожалела и не стала дальше бежать, вырывать победу. Мне было достаточно, и я сохранила чуть-чуть немножечко сил. Правда, я не уверена, что я их сохранила, потому что мне до сих пор не очень хорошо после этого состязания. То есть у тебя случилось какое-то истощение именно в плане физических сил или морально было тоже тяжело? Нет, именно физически, потому что хоть мы сегодня выспались, но на самом деле здесь у нас нет времени. У нас очень много еды, мы не жалуемся, но нужно ее готовить. У нас здесь, к сожалению, нет времени ее приготовить совсем. Потому что с утра до вечера мы занимаемся здесь совершенно другими делами. Но мы не завтракали, не обедали, и сейчас, надеюсь, поужинаем хотя бы. И реально, вот как Анжелика сказала, у нас нет сил, поэтому это очень сложно делать, когда ты не ешь. Так, Ксения, Ксюш, расскажи о своем проведенном дне. В принципе, ты себя очень хорошо показала на поле. Ты молодец, но последние 2 рулона ты не смогла. Ты 3 несла? Я 3 несла. Ты 3 несла, ты не смогла все-таки довести их до финиша, закончилось время. Да, мне немножко не хватило времени, и я, наверное, не рассчитала свои силы, так как я физической работой, в принципе, не занимаюсь никогда. И поэтому было, конечно, тяжело. Я пыталась, правда. Молодец. Дали бы мне еще минут 5 хотя бы, я бы... Эти 3 принесла бы, да? Да, еще в 4-й захватила по пути где-нибудь. То есть тебе просто не хватило времени, а в плане физических возможностей и ресурсов у тебя все было хорошо? Ну, нет, тяжело, конечно, с непривычки. Тяжело. Одно еще подарок у тебя же было, сено. Да, тебе еще подфартило. Да, Анжелика принесла мне 1 сток сена. Я не увидела. Перепутала, да? Да, перепутала наши территории. Потом я чуть я не положила Сание, потому что я
удивилась, как так у меня что-то есть. Девочки, ну я смотрю, вы даже, можно сказать, еле как разговариваете, потому что сегодня действительно был тяжелый день. Именно поэтому мы завершаем это лобное чуть раньше, не в сумерках, да, потому что вы устали, вам нужно поужинать, отдохнуть, потому что завтра будет новый день. И новые испытания ждут вас в нашем реалити-шоу «Городские девчата». Но сегодня вы, конечно, молодцы. С вас можно брать пример, вами можно восхищаться. И я думаю, что многие телезрители сегодня совершенно по-другому посмотрели на наших участниц. Вы, девочки, молодцы. Отдыхаем. Даже хлопаем очень долго. Можно уйти, нет? У меня все стабильно, как всегда. Анжелика один. На самом деле она хорошая такая и такая сильная, независимая деревенская женщина. Но она набирает очень много баллов, у нее очень много очков. Она побеждает во всех конкурсах. Поэтому один. Че, жалеть мы здесь никого не будем. Саша, у нее 2 балла. Хоть она очень много баллов потеряла и не очень много заработала, но она тянет на меня только на эту оценку, несмотря на все, что происходит вообще. Ксения 4, Кристина 5. Почему так? Потому что Кристина вчера лишилась баллов, когда колола дрова. Соответственно, я ее поддерживаю и ставлю ей оценку больше. Анжелика начала с нами раскрываться, но она лидирует по мнению экспертов, поэтому ей только 1 балл. Саша слишком проигрывает, поэтому ей 4. И у меня остается только 2 соперницы, Кристина и Санья. Поэтому так. Ну, если комментарий, а где тут крышка? А, это что ли? Ну, короче, ну, Ксения, у нее вообще мало баллов тоже сегодняшний день. Но она вообще хорошо сегодня вела себя, ну, в плане с ее стороны. Ну, в смысле, с работой, со всеми задачами. Ну, Санья, она тоже, мне так жалко стало, что она лежала, и ей было реально плохо. Вот. Ну, и Кристина тоже, они чуть не лежали вообще, чуть ли живые. У Кристины там то ли давление высокое, то ли низкое. Ну, если бы я могла, я бы всем 5 поставила. Но пока так. Ну, Анжелика, потому что я Анжелику победила сегодня с умом, так что, ну, вот как-то так. Спасибо. Так, 5 я поставлю Кристине, потому что она собрала целые ведерки, и у меня сколько сток было-то? 5 сток было, да? Собрала потом. Так, Кристина, потом идет. Потом Ксении я поставлю 4. Так, Сане я поставлю 3, она старалась, а Саше я поставлю 1, потому что она меня заколебала сегодня. Вот так. Мои сегодняшние голоса сложились вот в таком вот порядке. Немножко есть изменения. Саше я поставила 4 балла, потому что она мне раскрылась с лучшей стороны. И на самом-то деле, оказывается, она неплохая-то и девочка. Вот. Я решила ее поддержать. Еще она вчера лишилась баллов, там, по-моему, минус 11 у нее было. В общем, я ее хочу поддержать. Так, с наименьшего балла, вот это я тоже хочу отметить Анжелику. Как выяснилось, Анжелика у нас много лет прожила в деревне, у нее есть навык, и мне кажется, это немного нечестно по отношению к другим девушкам. Еще оказалось, что у Анжелики есть телефон. Там есть связь и есть даже интернет. То есть, получается, она может
узнать, подслушать или где-то узнать про задание и сразу позвонить, проконсультироваться, ну или пробить в интернете. Тоже, мне кажется, это нечестно. Узнали об этом случайно. Девочкам, Сане и Ксюше, я продолжаю ставить свои максимальные баллы, но получается, что по 4-бальной системе. И я стараюсь чередовать, чтобы девочки находились вот на какой-то вот серединке. Поэтому, например, Сане я могу сегодня побольше, завтра Ксюше поменьше. Но сегодня вот так вот: Сане 2, Ксюше 3. Смотрите в следующем выпуске. Боже! Олечка! Как еще браться? Опа! У меня еще последняя была огромная такая и сорвалась.